Жители Куляба требуют наказать виновных. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация, которая знакома таджикам, повторяется. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Десятки жителей Куляба собрались у местного морга с требованием найти и наказать виновных в смерти своего родственника. Они утверждают, что Абдукахор Розиков скончался в результате пыток местной милиции. МВД Таджикистана тем временем заявила, что Розиков умер от передозировки амфетамина. Сотрудники ОМВД по городу Куляб задержали Абдукахора Розикова в ночь на 3 января, а спустя несколько часов его тело доставили в морг, заявили близкие скончавшегося мужчины. Десятки человек 3 января собрались у городского морга и потребовали привлечь к уголовной ответственности милиционеров, виновных в смерти Розикова. В противном случае, предупредили они, акция протеста будет продолжаться. Вам ничего не напоминает эта ситуация? Как вы думаете, на этот раз полиция поступит более умно, чем в прошлый? Сафар Гиёев, дядя 37-летнего Абдукахора Розикова, сообщил 3 января, что на руках покойного остались заметные следы от наручников, а на теле множество следов от пыток. «Мы собрались здесь для того, чтобы быть услышанными. Сотрудники милиции, которые забрали его в ОМВД и пытали, должны ответить за свои действия», заявил Сафар Гиёев. Вечером 3 января Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что причиной смерти Абдукахора Розикова стала передозировка мощного психостимулятора амфетамина. Гражданин А. Розиков перед задержанием употребил чрезмерную дозу наркотика амфетамин в кристаллах, в результате чего скончался по дороге в Кулябское зональное отделение УМВД по Хатлонской области, говорится в опубликованном 3 января на сайте МВД сообщении. Как следует из официального сообщения, Абдукахор Розиков был задержан по подозрению в продаже жителю Гисара Акбару Пиронову 356 граммов гашиша на сумму в 5000 самани. Тело гражданина Розикова отправлено на судмедэкспертизу. По данному факту ведется проверка Кулябской зональной прокуратурой, отмечается в сообщении МВД Таджикистана. Абдукахор Розиков несколько лет назад был приговорен к 12 годам колонии по обвинению в незаконном обороте наркотиков. По словам близких, Розиков был освобожден условно-досрочно и каждую неделю отмечался в милиции. Рамиш Розиков, дядя Абдукахора Розикова, сообщил, что вечером 2 января сотрудники милиции обыскали дом его племянника. МВД Таджикистана сообщает, что сотрудники милиции во время досмотра дома Розикова нашли небольшое количество гашиша. «Мы знаем в лицо милиционеров, которые задержали Абдукахора. Нам известно, что они отвезли его из отдела милиции в больницу, но там им сказали, что задержанный уже мертв и нужно доставить его в морг. Машина Абдукахора до сих пор стоит у здания милиции», сказал Рамиш Розиков. В прошлом в Таджикистане уже было несколько подобных инцидентов во время допросов со стороны сотрудников милиции или агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Власти объясняли такие инциденты внезапной остановкой сердца, передозировкой наркотиков или попыткой побега со стороны подследственных. Пытки и жестокое обращение с задержанными и подозреваемыми в местах содержания под стражей и тюрьмах всегда были предметом критики таджикских властей в отчетах местных и международных правозащитных организаций. Власти не отрицают наличие фактов жестокого обращения, но говорят, что это касается только отдельных случаев, а не является широко распространенным явлением. Но если посмотреть на то, насколько часто это сейчас происходит, можно сказать, что это уже достаточно распространенное явление. И не напоминает ли вам все это происходящее, то, что происходило в Гбауэ? Как вы думаете, ждать ли повторения тех событий? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.